Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амши Пшара. Сегодня в программе. Президент Бадра Гунба посетил Гудаутский район и дал конкретные поручения по обеспечению граждан питьевой водой и развитию инфраструктуры. Владимир Делба поручил Госкомитету по статистике подготовить предложение по проведению переписи населения. Особое внимание будет уделено цифровизации статистической отрасли. Классно, здорово и приедем снова. Так отзываются туристы об отдыхе в городе-курорте Гагре. Мы прошлись по самым людным местам города и узнали, что так привлекает гостей. Завершены работы по подготовке Сухумского морского порта к приему скоростного судна «Комета» по маршруту Сочи-Сухум. Обеспечение граждан питьевой водой в ряде сел Гудаутского района, ремонт районной поликлиники и проблемных участков дорог. Президент Бадра Гунба совершил рабочую поездку в Гудаутский район и дал соответствующие поручения по решению проблем. Президент также осмотрел ход ремонтных работ в зале для борьбы и бокса в селе Лыхны. Решение об этом создании было принято в мае. Все подробности в материале Шазины Ханагуа. В живописных горах Гудаутского района, где чистый воздух и величественные пейзажи соседствуют с повседневными трудностями, президент Абхазии Бадра Гунба посетил ключевой объект – водозабор в селе Дурипш. Этот водозабор обеспечивает водой несколько сел – Хапста, Хуланархуа, Звандрипш, Абгархук, Дурипш, Хуап, Мгузырхуа, а также часть города Гудаута. Именно отсюда начинается жизненно важный путь воды, обеспечивая людей одним из самых необходимых для жизни ресурсов. Отсюда уже пошли пластиковые трубы туда. Да. Там все гористая местность, и там идет металлическая. А какой уходит на Абгархук? На Абгархук 219. Трасса очень серьезная, тут очень много применено задвижек, гасителей. Вообще вся эта система не использует электроэнергии, все идет самотеком. Сам водозабор находится на уровне 465 метров над уровнем моря. И вот это все самотеком распределяется по всем этим селам. Летом в этом районе часто возникают перебои с водоснабжением из-за снижения дебита в русле реки Хапста, что вызывает серьезные проблемы для жителей. Начальник управления капитального строительства Демир Гамисони доложил президенту о сложившейся ситуации. В понедельник мы сюда направим специалистов наших с завтрашнего дня погоды начинаются. С понедельника запроектируем, направим всю документацию на экспертизу. И как только разработаем проектно-сметную документацию, направим вам на согласование и на источник финансирования. Президент подчеркнул, что обеспечение граждан питьевой водой является ключевым вопросом. Труднодоступная местность, но при этом эти работы необходимо будет провести. Если 80% дебита воды уходит не в систему, отсюда и появляются эти сложности. В летний период отсутствует вода у сельчан, в части города. Поэтому давайте предлагайте решения, сооружения, необходимые для того, чтобы дебит воды увеличить и бесперебойное обеспечение воды сел. Тем более 7 сел Гудаутского района зависят от этого источника. Затем Бадра Гунба проверил ход ремонтных работ в зале борьбы и бокса, который скоро откроется в селе Лыхны. Такое решение было принято в ходе поездки главы государства в Гудаутский район 18 мая. Через несколько дней после принятия решения здесь начались активные работы по подготовке помещения. Людей занимается. Создание спортивных объектов имеет большое значение для развития и здоровья молодежи, подчеркнул Бадра Гунба. И сколько детишек и будут иметь возможность реализовать свои спортивные пристрастия. Молодцы. Правильно. Это вообще, конечно, было решение, вообще шикарное решение было принято.
Строители подтвердили, что поручение президента открыть спортивный зал к сентябрю будет выполнено. Бадра Гунба посетил Гудаутскую районную поликлинику, встретился с персоналом и ознакомился с условиями их работы. Медицинское учреждение нуждается в капитальном ремонте. Поликлиника обслуживает от 38 до 40 тысяч человек в год. В ней работают 25 человек. Бадра Гунба поручил начальнику УКС Демиру Гамисоне подготовить проектно-сметную документацию и начать поэтапный ремонт. А что с кровлей, Геннадий? Мы отправляли, обследовали кровлю, здесь действительно течет. Мало того, что с кровлей проблемы, здесь еще нужно усилять фундаменты. Мы направляли сюда комиссию, изучали эту ситуацию. Здесь очень большие вложения в здание. Кровля, конечно, самое основное, но помимо этого еще нужно усилять полностью. Ну, давайте следующим образом поступим. Подготовьте проектно-сметную документацию на капитальный ремонт вообще всего здания, чтобы мы понимали, какие затраты необходимо понести, чтобы восстановить здание. Ну, откровенно говоря, состояние плачевное. Давайте готовить проектно-сметную документацию. Будем решать вопрос, что делать дальше, как восстанавливать, за счет каких средств. Хорошо? В Гудауте в 2025 году отремонтируют проблемные участки дорог. Бадра Гунба дал соответствующее поручение управлению капитального строительства. Совместно с нашими российскими коллегами дорожных работ на миллиард рублей. Значит, в рамках этой работы вот 3 улицы в городе Гудаута будут отремонтированы. Это и Пушкина, 23 июля, и улица Гераз. Дальше мы работу продолжаем, в том числе и за счет собственных средств. Мероприятия продолжаются в Гудаутском районе. Еще 2 улицы. Это в Сырске, в том числе в других, практически в каждом районе мы такого рода работу будем реализовывать. Так что поручение есть до конца года при поддержке наших российских коллег реализовать все те мероприятия, которые мы запланировали. Реализация этих работ значительно улучшит состояние дорожной инфраструктуры в Гудауте и повысит комфорт жителей и гостей города. Шазина Ханагу, Алхас Псардия, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. Полномочия депутатов органов местного самоуправления увеличены с 4 до 5 лет. Решение принято на очередном заседании сессии парламента. В окончательном чтении внесены изменения в Кодекс о судопроизводстве по делам об административных правонарушениях. Теперь протоколы за нарушение режима пребывания и осуществление трудовой деятельности будут рассматриваться оперативно, без передачи дел в суд. Подробности заседания в материале Гунды Шоуа. Открывая очередную сессию парламента, спикер Лаша Ашуба представил вновь избранного депутата Астамура Джопуа. Депутаты единогласно проголосовали за включение его в состав Комитета по обороне и национальной безопасности и Комитета по образованию, науке, религии и делам СМИ. Сегодня хотел бы представить присутствующим, депутаты парламента уже знакомы, нашего нового коллегу, избранного по 26-му округу. Это Джопуа Астамур Даурович. Мы вас поздравляем еще раз с избранием на должность депутата. Депутат Дауд Хутаба представил проект закона о внесении изменений в закон о судопроизводстве по делам административных правонарушениях. Он касается работы миграционной службы, а именно депортации мигрантов, нарушающих закон с территории Абхазии без судебного решения. Депутаты одобрили поправки в окончательном чтении. В случае, если мы сегодня принимаем эти поправки, выдворение, как и было, остается в рамках деятельности суда, да. А то, что касается штрафов, то миграционная служба сама сможет. Я, честно говоря, считаю, что это мы делаем очень правильно. Мне кажется, это будет удобно для нашей миграционной службы. Это будет, как мне кажется, достаточно позитивно и, собственно, и для суда нашего. Дауд Хутаба предложил проголосовать против законопроекта о создании государственной корпорации, отметив, что комитет разделяет его позицию. Это мнение поддержал полномочный представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба. Это одна из разновидностей коммерческих организаций. Вот если вы посмотрите по проекту закона, чтобы коммерческие организации создавались президентом, но мы полагаем, что не в соответствии даже с гражданским законодательством, вообще с конституционным статусом президента, не уровень президента создавать коммерческие организации или вообще вторгаться в коммерческую сферу. И поэтому
просил бы, уважаемые депутаты, поддержать решение комитета и не принимать данный законопроект. В закон о выборах в органы местного самоуправления внесли изменения, и срок полномочий депутатов местного уровня увеличили с 4 до 5 лет. Действующих депутатов это изменение не коснется. Закон одобрен депутатами в окончательном чтении. Фактически нынешнему составу органов местного самоуправления также пролонгировали срок полномочий до 5 лет. И считаем, что это целесообразно увеличить срок полномочий до 5 лет, чтобы все выборные органы в стране избирались на такой срок полномочий. В первом чтении принят законопроект о развитии малого и среднего бизнеса. Документ устанавливает критерии отнесения субъектов к малому и среднему предпринимательству. Мы абсолютно понимаем четко, что от активности, от деловой активности малого и среднего предпринимательства сегодня зависит поступление в бюджет. Чего сегодня малое и среднее предпринимательство без их поддержки, без государственной поддержки с точки зрения административной и других всяко разных программ, которых имеет по плечу самого государства, наверное, усилить их активность, наверное, не представляется возможным. В связи с этим и был нами разработан и принят тот самый законопроект о поддержке малого и среднего предпринимательства, где ключевыми моментами является ведь их классификация малого, среднего и так микропредприятий, которые сегодня занимаются практически оплатой и увеличивают поступление в бюджет денег и оказывают ту самую деловую среду в нашем обществе. Эфирное время на государственном телевидении и радио предоставят контрольной палате Абхазии. Соответствующее решение было принято на заседании. Была серия программ, значит, на государственном телевидении, где рассказывалась там каждая программа, она была посвящена каждому объекту, с чем связана была проверка. Но это очень информативно, интересно, как используются государственные средства, насколько эффективно и так далее. Если граждане будут информированы, я думаю, что здесь будут только плюсы. Специфика нашей работы такова, что контрольно-ревизионные мероприятия, которые мы проводим, они занимают очень много времени и проводятся длительно. 5-6 месяцев, иногда они затягиваются до 8 месяцев. И так быстро материалы контрольно-ревизионных мероприятий, они не могут рождаться, и чтобы мы занимали эфир государственного телевидения на 1 час. Конечно, контрольной палате с определенной периодичностью нужно выступать в эфире, как бы это само собой разумеется. Но прям как обязанность, мне кажется, во-первых, занимать эфирную сетку, во-вторых, это будет просто неинтересно. В-третьих, это породит большее количество проблем. На мой взгляд, можно организовывать соответствующие встречи в парламенте и обсуждать все материалы проверок здесь, под камерами. Да, это будет, возможно, даже более эффективно, потому что мы можем привлечь и прокуратуру. Депутаты единогласно одобрили проект о предоставлении обществу с ограниченной ответственностью футбология земельного участка в селе Дранда Гулрыбского района под строительство оздоровительного спортивного комплекса и общежития для спортсменов. Разместить там 5 полей различного формата и направленности. Это будет пляжный футбол одно, и остальные уже футбольные. 2 поля под мини-футбол. Также там будут приезжать, рассчитываем, что будут приезжать спортсмены из России. На сборы. Да, на сборы. Размещается гостиница. Также мы хотим реализовать концепцию детского и юношеского футбола среди местных жителей. И, соответственно, здесь воспитывать футболистов. Парламент принял постановление о создании парламентской комиссии по расследованию причин возникновения фактов применения в отношении отдельных граждан Абхазии персональных санкций со стороны Российской Федерации. Комиссии поручается провести парламентское расследование в течение 3 месяцев со дня принятия постановления. Также на заседании сессии депутаты рассмотрели 12 вопросов о даче согласия Кабмину на оформление земельных участков. Кундашова, Рамо Камки, Ахра Амичпа, Абхазское телевидение.
Сотрудниками СГБ задержан гражданин Турции Кюпчу Сейдан Недим Хасан Тахинович, 72 года рождения. По оперативным данным, он совершил убийство на территории Турции. Во избежание наказания незаконно пересек государственную границу вброд из Грузии в Абхазию. Подробнее в материале пресс-службы СГБ. 30 июля 2025 года сотрудниками Службы государственной безопасности Республики Абхазия задержан и доставлен в здание СГБ гражданин Турции Кюпчу Сейдан Недим Хасан Тахинович, 1972 года рождения, который по оперативным данным и результатам проверки совершил убийство на территории Турции и во избежание наказаний незаконно пересек государственную границу вброд из Грузии в Абхазию. С целью легализации своего нахождения на территории Абхазии и сокрытия своей личности гражданин Кюпчу воспользовался паспортными данными гражданина Абхазии, репатрианта, умершего к тому времени на территории Турции. Он приехал на территорию Абхазии, чтобы скрыться, убил человека, да? Один человек убит в Турции. В отношении гражданина Турции проводятся дальнейшие оперативно-следственные мероприятия. Подготовку к проведению переписи населения в Абхазии обсудил премьер-министр Владимир Делба с руководством и сотрудниками Государственного комитета по статистике. Председателю Госкомитета Каме Гогье поручено подготовить предложения по дате и плану мероприятий. Особое внимание на встрече было уделено обсуждению цифровизации статистической отрасли. Первая и единственная перепись населения была проведена в Абхазии в 2011 году. Необходимость уточнения данных в этой области назрела давно. В интервью нашей программе председатель Государственного комитета по статистике Кама Гогье рассказала о необходимости и важности своевременного учета населения. Как принята международная практика, перепись населения проводят в 10 лет раз. Обычно это в нулевые годы плюс-минус 1 год. Вот. Мы уже давно не проводили перепись. Естественно, у нас много чего изменилось и в структуре населения, и миграционные процессы идут, и внутримиграционные процессы идут, которые не в полном объеме охватывают учетом. Вопросы, касаемые рождения, смертности, брачности, разводимости, в силу, так сказать, специфики, национальной специфики нашей, не все идут, регистрируются. Естественно, учет населения после переписи проводится по данным ЗАГСов. Это свидетельство о рождении, свидетельство о смерти, о браке и так далее. Если эти свидетельства не отражают полную картину демографической ситуации, то полноценной информации по численности населения в Абхазии не приходится говорить. Это 30-й год, если будем проводить перепись. А так до переписи практикой подтверждается, что всегда надо проводить учет населения. Учет населения, он является предвестником переписи населения, и он должен проводиться где-то хотя бы за 2 года, за год до переписи. Но сама перепись, она подобна инвентаризации. То есть, имея полную базу данных учета населения, там уже возможно проводить. Госкомитет по статистике разработал комплекс программных средств автоматизированной информационной системы электронной отчетности. Он предназначен для электронного сбора данных от предприятий и организаций страны и направлен на улучшение обслуживания качества информации, которую собирает Госстат. Повышение качества информации за счет восполнения ее недостающей части, улучшение оперативности обработки этой информации, получается достичь более серьезных качественных выводов при анализе и планировании в дальнейшем экономических программ, экономических показателей и качества планирования государства в целом. Внедрение завершено. Мы приступили к уже активному сбору информации. Сейчас зарегистрировано порядка 9000 организаций. Процесс набирает обороты. Мы надеемся, что к концу этого года практически весь объем респондентов, которые должны направлять отчетность в электронном виде, они
будут направлять ее в электронном виде. Состоялось первое в этом году заседание межведомственной комиссии по программе «Жилище 2023-2025». Были рассмотрены 40 заявлений граждан, претендующих на участие в программе. Следующее заседание комиссии состоится в пятницу, 1 августа. В Гагре разгар туристического сезона. Классно, здорово и приедем снова. Так отзываются туристы об отдыхе в городе-курорте. Мы прошлись по самым людным местам города и узнали, что так привлекает гостей. Репортаж Сарии Кварцхелия. Теплое солнце, чистое небо и легкий морской бриз создают идеальные условия для отдыха в Гагре. На набережной, где расположены уютные кафе и магазины, уже с самого утра можно увидеть семьи с детьми, молодые пары и группы друзей, наслаждающихся атмосферой курорта. Очень много развлечений, очень много вкусной еды. Море это вообще... Боже, чистейшее, заходишь, ой, кайф просто. Первый раз здесь или? Да, первый раз мы, здесь. Приедем еще. Очень нравится. Все здорово, очень нравится. Наша республика с вашей сходна. У вас Абхазия, у нас Хакасия. Город Абакан. Отдыхаем последний день, сегодня самолет, к сожалению, так жалко. Еда, отель, море вообще ласковое. Классно. Конечно, конечно. Только стоит нам на севере дождаться отпуска, мы у вас. Я отдыхаю вместе со своими близкими, с мамой, с сыном. Первый раз в Абхазии, конечно, воздух, горы, море, не передать словами, хоть и высокий сезон, но всем хватает места, море теплое. В общем, спасибо народу Абхазии, что нас так принимаете. Почему именно вы выбрали Гагру? Гагру? Вообще, я тур выбирала 10 минут. Мне кажется, здесь все курорты хорошие, но вот такой выбор пал, и по деньгам меня устроило, и я решила сюда. Нравится природа, нравится море, погода хорошая, люди нравятся. Все хорошо здесь. На экскурсии Пицунда, Сухум, Рица. Хочется очень рыбалку морскую тоже попробовать у вас. Туристический сезон в Гагре продолжает набирать обороты. Город полон жизни, а улыбки туристов говорят сами за себя. С каждым годом Гагра становится все более привлекательным местом для отдыха. Ежегодно перед началом сезона главой администрации Гагарского района Хагуш Юрием Львовичем проводится совещание, посвященное летне-курортному сезону. И основные задачи – это, естественно, безопасность, охрана и чтобы город был в надлежащем порядке. Проводится ряд работ по благоустройству пляжных зон, проводится осмотр дна морского у нас все пляжи должны быть ограждены, места купания, то есть для безопасного купания. Также установлены буи ограничительные, куда нельзя заплывать транспортным средством водным. Есть технические места, где маломерные суда могут заходить специально для этого. Перед началом летнего сезона администрация Гагарского района провела ряд мероприятий, чтобы создать комфортные условия для отдыха. Это ремонт дорог, подготовка подъездных путей, санитарная обрезка деревьев. В городе и районе функционирует общественный транспорт и маршрутные такси. А также с 1 мая этого года запущен туристический поезд «Диаскурия», который курсирует ежедневно. По итогам прошлого года на территории Гагарского района было зарегистрировано 175 объектов размещения туристов. Количество отдохнувших на 1 июля 2024 года было 110 249 человек. В 2025 году на территории Гагарского района зарегистрировано 214 объектов размещения туристов. Отдохнуло, по данным на 10 июля 2025 года, уже 165 970 человек, что на 55 721 человек больше, чем в прошлом году. Гостеприимство местных жителей создает атмосферу уюта и тепла, что оставляет неизгладимые впечатления и желание вернуться вновь. Многие туристы отмечают не только природные и исторические достопримечательности Гагры, но и ту доброту и радушие, которые они встречают на каждом шагу. Барабулька чудеснейшая вообще. Рынок – это просто антураж какой-то. Мы много где бываем, в разных городах, странах, и всегда ездим на рынок, чтобы посмотреть, как страна вообще по рынку определяем. Очень красиво, нам все очень нравится, все очень вкусно, люди прекрасные, добрые, цены волшебные. Природа просто безумная, горы вокруг, куда ни посмотришь, везде красота, зелень, пальмы, просто все здорово.
Рынок в Гагре – это сердце города, где можно прочувствовать весь его колорит и окунуться в атмосферу южного гостеприимства. Здесь всегда шумно и многолюдно. Один из самых популярных товаров, которые покупают туристы и местные жители – это, конечно же, аджика. У меня все домашнее, аджика, вино домашнее. Ну, все нормально, жаловаться не могу. Что чаще всего покупают? Меня аджику покупают чаще всего. Аурас шахза от урстуланпе. Аджика коргубход ярход. Керпеш хаму пашинка хаму. Зигергубход зигмесни упазуду без хазао брахапсна. Агирах я хаму спецкозбот, сразу где чайку, здесь обзюб хачкизин. Секретский сярход. Зигетский савичик бзин ярход, а спецкий ярход. А варачо? С началом летнего туристического сезона в Гагре начинается активная работа по мониторингу санитарно-эпидемиологической обстановки. С мая проводятся усиленные проверки качества воды, как питьевой, так и морской. Определены около 16 точек забора от Сендрипша до Пицунды. Эти места выбраны не случайно. Здесь отмечается высокая активность как местных жителей, так и туристов. Пока вот уже с мая месяца до июля у нас не зарегистрировано каких-либо завышений норм. Проверяются как бактериологическое исследование, так и химическое исследование морской воды. Помимо этого берутся пробы с родниковых источников, это у нас 6 родников, также показатели в пределах нормы. И берем воду с разводящих сетей. Но, тем не менее, несмотря на то, что показатели воды хорошие, мы не рекомендуем пить воду с крана. Все равно рекомендуем пить кипяченую либо бутилированную, потому что если сами источники у нас чистые, то разводящие сети, конкретно вот трубы, которые подходят к домам, это локально есть места, где достаточно устаревшие трубы, обветшалые, и могут быть точечные какие-то загрязнения. Проводятся также плановые проверки в сфере общепита и коммунальной гигиены. На каждом объекте заполняется акт обследования, в который включены результаты лабораторной диагностики, такие как смывы с поверхности на наличие бактерий. В рамках этих проверок исследуются и сезонные объекты, которые открываются исключительно в курортный период. Под постоянным контролем СЭС также находится мониторинг статистики по заболеваемости кишечными инфекциями. Данные от медицинских учреждений обрабатываются ежедневно. Мы получаем каждый день данные из больницы. И на сегодняшний день немножко уже идет по нарастающей обращаемость, но в сравнении с прошлым годом значительно меньше обращений, чем в том году. В целом, анализируя работу в сфере туризма в соседних странах, с уверенностью можно говорить, что интерес к отдыху в Абхазии растет, занимая устойчивое место в пятерке лидеров стран для отдыха российских туристов. Еще хотелось бы добавить, что только комплексная работа администрации Гагрского района позволит нам провести ожидаемый высокий туристический сезон качественно и полноценно, учитывая все возросшие потребности туристов и те вызовы, с которыми сталкивается наша Абхазия. Гагра не просто курорт для пляжного отдыха, это место, где каждый может найти для себя что-то особенное. Сочетание великолепной природы, богатой истории и культурного наследия делают город уникальным направлением для путешественников, которые стремятся к новому опыту. Сария Кварацхелия, Музафар Астанов, Абхазское телевидение. В Доме Москвы в эти дни проходили мастер-классы от ведущих российских архитекторов под названием «Летние урбанистические практики». Начинающие архитекторы и не только имели возможность не только прослушать лекционный материал, но и проявить себя в интерактивных конкурсах. А Элита Рутюнян расскажет подробнее. Новый опыт, новые знакомства и, конечно же, новые знания. В насыщенную программу мастер-классов под названием «Летние урбанистические практики» вошли интерактив и лекционный материал. За 2 дня у участников была возможность получить массу полезных знаний, которые они смогут применить на практике. Все, что нам говорили вчера и, думаю, будут говорить сегодня, было очень интересно. Нам показывали работы, нам рассказывали о них, говорили, какие могут быть ситуации по ходу работы, какие могут произойти какие-то неожиданные изменения, как вот из одного проекта может получиться совершенно другой, более лучше может быть. И это все было интересно слушать. Мы вчера прослушали 2 лекции, и вот на второй нам показывали интересные дипломные проекты по городу Сухум. И
Очень надеюсь, что в будущем, возможно, какие-нибудь из них осуществлятся. Темой завершающего дня мастер-классов была «Стратегические аспекты развития современного города», которую представила спикер Светлана Маковкина, кандидат экономических наук. Дом Москвы в Абхазии первый, кто сделал такие урбанистические практики. То есть это тема о развитии городов и территорий. Мне кажется, она нереально перспективна. И именно с этим предложением на меня вышел Московский дом соотечественника просто принять участие вот в таком интересном, необычном мастер-классе. Во время интерактивной программы участники должны были нарисовать свой идеальный город за отведенные 20 минут. Каждый с интересом предлагал свои планы и слушал соседа по команде. Завершающий день мастер-классов работали над образом будущего, а именно, каким люди здесь видят свой город, страну и как, на их взгляд, она должна измениться. В течение всех 2 дней начинающие архитекторы увлеченно слушали спикеров, чтобы не упустить ни единой важной и новой информации. Основная идея у нас показать современным ребятам, проживающим здесь на территории, причем это не только студенты, молодежь, это и в том числе, я знаю, что зашли к нам и работающие архитекторы, это и наши соотечественники, которые проживают здесь в Республике Абхазия, показать, как развиваются вообще современные города, какие существуют тренды в архитектуре, градостроительстве, урбанистике, как можно сформировать здесь на территории комфортное для жизни пространство, комфортное и для населения, для местных жителей, это первостепенно, и для туристов, и для молодежи, и для какой-то другой, более взрослой целевой аудитории. Каждый архитектурный стиль обличает города, придавая тому или иному зданию свой неповторимый вид. Чем больше у молодого поколения опыта в этом направлении, тем динамичнее будет развиваться современный облик окружающего нас пространства. Айлита Арутюнян, Алексей Агухова, Абхазское телевидение. Во дворе Сухумской 12-й школы торжественно открыли новую многофункциональную спортивную площадку. Это уже 5-я по счету игровая зона по Абхазии. Здесь можно играть в футбол, баскетбол, волейбол. В планах открытия еще 7 спортплощадок. Такой подарок детям сделал Краснодарский край. Игровые зоны могут посещать не только ученики этой школы, но и дети, которые живут рядом. Уважаемые друзья, дорогие ребята, для нас сегодня действительно знаковое событие, неподдельная радость. Мы испытываем вместе с вами, мы открываем уже 5-й по счету спортивный многофункциональный комплекс Республики Абхазия. Очень рады, что этот комплекс размещен на территории вашей школы. Я знаю, что ребята уже так с нетерпением ожидали этого события. Данный комплекс может быть использован по самым разным направлениям развития спорта, да, и проведения вашего досуга. Здесь можно будет играть и в футбол, и в волейбол, и в баскетбол, стритбол. Также вы можете заниматься спортом в зоне воркаут. Мы старались исполнить данный объект с использованием самых лучших технологий, использовали лучшие материалы, старались действительно от всего сердца, от всей души, чтобы вам было понравилось. И я надеюсь, что это место станет любимым не только для детей этого района, учащихся школ района, но и для ваших родителей, которые будут с удовольствием приходить сюда вместе с вами. Хочу поблагодарить представителей Краснодарского края, спорткомитет нашего государства за такой отличный подарок, который мы получили сейчас с вами. Спасибо тем рабочим, которые в такую невыносимую жару делали свою работу хорошо и качественно. Спасибо всем. Я люблю тренироваться. Люблю заниматься спортом. Это моя мечта. Мне очень нравится наша площадка, как они сделали. Даже стало красивее, даже стало лучше. Даже больше стало, как по мне. И, в принципе, нас даже стало легко проходить сюда. Очень большое спасибо. Сухумский морской порт готов к приему скоростного судна «Комета», который будет курсировать по маршруту Сочи-Сухум.
На 6 августа запланирован первый тестовый рейс. Судно вмещает 120 человек. До Сухума оно доплывет за 2,5 часа. Кроме подготовки порта, Абхазское морское пароходство занимается благоустройством здания морского вокзала за счет собственных средств. Ожидается приезд специалистов из России для обследования здания с целью его дальнейшего восстановления. Также осуществляется благоустройство территории вокруг здания и порта. В ходе рабочего совещания обсуждалась подготовка Сухумского морского порта к приему кометы по маршруту Сочи-Сухум. Данный причал изначально был готов к приему различных пассажирских судов, но так как сама комета имеет свою определенную специфику, по просьбе судовладельца нам необходимо было дополнительно доукомплектовать причал дополнительными, отбойными устройствами. Для удобства и безопасности пассажиров нами осуществлен косметический ремонт настила причального сооружения и установлено леерное ограждение. А также причал оснащен всеми необходимыми техническими средствами, которые требуются по технике безопасности. К 13 июля уже все работы необходимые были завершены, и на сегодняшний день причал готов к принятию кометы. Абхазское морское пароходство также занимается благоустройством здания морского вокзала. Все работы, которые мы проводим, результаты этих работ вы можете наблюдать прямо сейчас. Эти работы осуществляются за счет собственных средств РУП «Абхазское морское пароходство». Это покраска здания, это косметический такой ремонт, а также установка фальшокон. То есть здание приобретает уже совершенно новый облик, более эстетический, более приятный. Академия наук Абхазии объявляет о приеме в аспирантуру на 2025-2026 учебный год по следующим специальностям: история Абхазии, абхазский язык, публично-правовые науки, экология, геоэкология, теоретико-исторические правовые науки, мировая экономика. Прием документов с 1 сентября по 17 октября. Вступительные экзамены будут проходить с 3 ноября по 5 декабря. Участник команды Абхазии Вячеслав Попов приглашает на массовые субботники уже на этой неделе. Акция проводится в рамках проекта общественного контроля и мониторинга незаконных мусорных свалок в Абхазии. Мы запланировали на 2 августа провести субботник силами команды Абхазии. Приглашаем всех неравнодушных граждан принять участие в этом мероприятии. На сегодня выбрана локация на Маяке в районе доков, где большая мусорная свалка образовалась. Мы хотим ее убрать, чтобы и туристам, и жителям было комфортно на этом пляже отдыхать, проводить время. Мы приглашаем всех принять участие в уборке мусорки на Маяке в районе доков на пляже. Подробности будут по ссылке в чате в Telegram. Также в этом чате вы можете выбрать еще 2 локации, которые будут также убраны 2 числа. Сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7 баллов произошло на Камчатке. Эпицентр находился у побережья, зафиксировано цунами до 4 метров. Затоплен Северо-Курильск, в районе введен режим ЧС. Как сообщил губернатор Камчатки Владимир Солодов, в одном из детских садов обрушилась стена, пострадавших нет. Зафиксировано более 30 авторшоков. В течение месяца возможны повторные толчки до магнитуды 7,5 баллов. Угроза цунами объявлена также в Японии, на Аляске, в Калифорнии и Орегоне. И в завершении выпуска о погоде. В Абхазии 31 июля ожидается переменная облачность. Во второй половине дня местами возможен небольшой дождь, гроза к вечеру без осадков. Температура воздуха ночью 20-25, днем 25-30 градусов. Температура морской воды 28 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.